Первый президент Республики Казахстан, лидер нации Нурсултан Назарбаев, отмечал, что коррупция, глубоко проникая в различные сферы нашей жизни, искажает экономическую политику и стратегию развития страны, ведет к прямому и косвенному хищению государственного бюджета и государственной собственности. Она оказывает все более серьезное и негативное влияние на социальную сферу, которая так нуждается в средствах. Коррупция несет глобальные угрозы, подрывая демократические устои общества, веру в закон и справедливость, а также подрывает нравственные ценности, которые серьезно искажаются. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем прошлогоднем послании народу Казахстана еще раз подтвердил, что вопрос системной борьбы с коррупцией по-прежнему не сходит с повестки дня. Как отмечал в своих выступлениях председатель агентства по противодействию коррупции Алек Шпикбаев, есть четкая политическая воля руководства страны, последовательно реализуется антикоррупционная стратегия, впитавшая в себя лучшие мировые практики, расширяется участие граждан в проектах, направленных на усиление подотчетности и прозрачности государственных органов. Мы не ставим целью во что бы то ни стало увеличивать количество громких уголовных дел, хотя принцип неотвратимости наказания будет неукоснительно соблюдаться. Куда важнее выстроить системную и результативную работу по превенции коррупции и внедрению стандартов добропорядочности. На это направлены основные усилия агентства. Так, за 2018-2019 годы и первый квартал текущего года агентством и его территориальными подразделениями в превентивных целях в порядке статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса в государственные органы и организации сферы культуры и спорта внесено 37 представлений. По их результатам приняты конкретные меры, направленные на минимизацию коррупционных рисков, а также к различным видам дисциплинарной ответственности привлечено 23 лица. Антикоррупционной службой за 2018-2019 годы и первый квартал текущего года зарегистрировано 135 коррупционных преступлений в сфере культуры и спорта, из которых 50 фактов в 2018 году, 48 в 2019 году и 37 за первый квартал этого года. За указанный период по фактам коррупции направлено в суд 88 уголовных дел, по которым осуждено 41 лицо. Из них только за истекший год осуждено 18 лиц по 32 уголовным делам. В январе-марте этого года в суды направлено 15 уголовных дел, осуждены уже 7 лиц. Среди наиболее характерных коррупционных преступлений – хищение, злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки, которые в совокупности составляют более половины всех фактов. Практика показывает, что мертвые души, сбор с работников премий, фиктивные учебно-тренировочные сборы, а также завышение стоимости и объемов выполненных работ и оказанных услуг являются наиболее распространенными способами по хищению бюджетных средств в сфере спорта. В области культуры при хищении распространено фиктивное проведение культурно-массовых мероприятий, либо существенное завышение их стоимости, а также явное завышение стоимости приобретаемых товаров и оборудования. Взятки, как правило, получаются за подписание договоров, принятие актов выполненных работ и оказанных услуг, иное лоббирование интересов поставщиков и подрядчиков, а также за трудоустройство, покровительство и попустительство по службе. В прошлом году ущерб в данной сфере составил более 387 миллионов тенге против 229 миллионов тенге в 2018 году, что более чем в 1,5 раза выше. Эффективно сработано по возмещению ущерба – 210 миллионов тенге против 126 миллионов тенге в 2018 году. Рост также более чем в 1,5 раза. За первый квартал этого года установленный ущерб в сфере культуры и спорта составил более 82 миллионов тенге, возмещено более 68 миллионов тенге. Среди изобличенных высокопоставленных должностных лиц за последние 2 года ответственный секретарь Министерства культуры и спорта, директор департамента министерства, а также более 10 руководителей республиканских и региональных государственных органов, предприятий и организаций сферы культуры и спорта. Кроме этого, привлечены к ответственности десятки чиновников от культуры и спорта менее высокого ранга и рядовые сотрудники и работники. Невысокие должности и регалии, незначимые заслуги перед государством и обществом не являются индульгенцией от привлечения к установленной законом ответственности.
Ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Уалиев и директор административного департамента министерства Даржибаев получили взятку в сумме $37,5 тысяч США от руководителя одной из издательских организаций за способствование в получении объемов по издательству книжной продукции на религиозную тематику, а также оказание общего покровительства при выполнении и сдаче соответствующих работ. Приговором суда Уалиев осужден к 8 годам лишения свободы, Даржибаев – к 7. Генеральный директор РГКП дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва Жан Пиисов был задержан с поличным при получении крупной суммы от старшего тренера национальной команды хоккея с мячом Мангубаева. Установлено, что Жан Пиисов, злоупотребляя должностными полномочиями, склонил старшего тренера национальной команды хоккея с мячом Мангубаева к передаче ему 10 миллионов тенге, предназначавшихся на проведение выездных учебно-тренировочных сборов для команды по хоккею с мячом. Также следствием установлено, что Мангубаев в период с 2016 по 2017 годы путем организации фиктивных выездных учебно-тренировочных сборов команды по хоккею с мячом похитил бюджетные денежные средства, предназначенные на развитие спорта, в сумме более 139 миллионов тенге. С учетом чистосердечного раскаяния и полного возмещения причиненного государству ущерба, Жан Пиисов судом осужден к штрафу в сумме 9 миллионов тенге, а Мангубаев – к 6 годам лишения свободы условно. Директор РГКП «Казахский государственный академический театр драмы имени Мухтара Ауэзова» Белялов получил взятку в сумме 1,5 миллиона тенге от руководителя одного общественного благотворительного фонда за подписание договора о совместном проведении театральных представлений в период новогодних праздников. С учетом полного признания вины Белялов судом осужден к штрафу в сумме 52,5 миллиона тенге. Директор РГУ «Национальная библиотека Республики Казахстан» Сейдуманов, его заместитель Елемесова и директор одного из ТО похитили бюджетные средства в сумме более 11 миллионов тенге путем оплаты завышенных объемов оказанных услуг по культурно-выставочным мероприятиям Министерства культуры и спорта во время международной специализированной выставки «Астана-Экспо-2017». Приговором суда Сейдуманову, Елемесовой и директору ТО назначено 7 лет ограничения свободы. Президент Республиканского общественного объединения Казахстанская федерация регби Уанбаев похитил бюджетные средства в особо крупном размере путем выделения и оплаты якобы для выезда женской команды по регби на тест-матче в Гонконг в ноябре 2016 года, в то время как поездка осуществлялась за счет средств Федерации регби Гонконга. Приговором суда Уанбаев осужден к 6 годам лишения свободы. Директор РГКП Центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту Мукашев в период с 2016 по 2018 год похитил бюджетные средства в сумме 21 миллион тенге с фонда заработной платы РГКП путем фиктивного трудоустройства мертвых душ и необоснованной выплаты премий работникам с последующим их присвоением. С учетом полного возмещения ущерба государству, судом Мукашеву в сентябре 2019 года назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Директор РГКП Центра олимпийской подготовки по тяжелой атлетике Калиеков и главный бухгалтер данного центра Сержанов в период с 2014 по 2019 годы похитили бюджетные средства в сумме более 19 миллионов тенге путем фиктивного трудоустройства мертвых душ, а также завышения стоимости проводимых учебно-методических сборов для команды по тяжелой атлетике. С учетом полного возмещения ущерба государству и раскаяния в содеянном, судом Калиекову и Сержанову в феврале 2020 года назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Руководитель управления культуры, архивов и документации Атырауской области Сабар вовлек в преступную деятельность своих подчиненных, руководителя отдела бухгалтерского отчета, отчетности и финансово-экономической службы управления Рахматуллину, редактора по переводу управления Самариденову, а также директора КГКП «Областная филармония имени Жантурина» Дюсингалиева, в группе с которыми совершил хищение бюджетных средств в сумме более 222 миллионов тенге путем организации фиктивных культурно-массовых мероприятий. Кроме того, Сабар, действуя в целях извлечения выгоды для себя и поставщиков, принудил подведомственную организацию КГКП «Областная филармония имени Жантурина» к закупу по явно завышенной стоимости невостребованных данной организацией 2 роялей, тем самым злоупотребил должностными полномочиями, в результате чего был нанесен ущерб государству на сумму 26 миллионов тенге. В марте 2020 года судом Сабар, Рахматуллина и Самариденова осуждены к 7 годам лишения свободы, Дюсингалиев – к 7 годам ограничения свободы.
Заместитель руководителя КГУ «Государственный архив Павлодарской области» Аканов получил от директора-подрядчика взятку в сумме 50 тысяч тенге за ненаправление искового заявления в судебные органы о понуждении ТО исправить дефекты по текущему ремонту административного здания учреждения. С учетом полного признания вины, судом Аканов осужден к штрафу в сумме 1 миллион тенге. Заместитель начальника ГУ Управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент Умбет получил от представителя поставщика взятку в виде водяного фильтра стоимостью 300 тысяч тенге за оказание содействия в проведении бизнес-семинара в помещении ГККП «Шымкент-цирк», а также дал незаконное указание директору цирка о выделении дополнительного времени на аренду зала без фактической оплаты. В марте 2020 года судом Умбет осужден к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. В последующем апелляционной инстанции с учетом чистосердечного признания Умбет наказание изменено на штраф в размере 15 миллионов тенге. Все указанные лица, совершившие коррупционные преступления, в дополнение к основным наказаниям, также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в национальных компаниях. При наличии у лиц государственных наград они подлежат их лишению.